С 4 сентября слушайте радио Крым Реалии на средних волнах. Частота 549 кГц в 7:30 утра и днем в 12:10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. Добрый день, это Александр Янковский, вы слушаете радио Крым Реалии, делаете это ежедневно на средних волнах на частоте 549 кГц в 7:35 и в 12:10, а также в диапазоне FM на частоте 105,9 FM круглосуточно. Мы вещаем на территорию практически всего Крыма, поэтому, практически везде нас принимать можно наши программы. Но если вы нас не слышите, например, на южном берегу Крыма нас нельзя слышать в FM-диапазоне, то вы можете зайти на сайт Крым Реалии. Там находите прямо на стартовой странице «Слушать радио Крым Реалии». Есть такая кнопочка, нажимаете ее и слушайте радио Крым Реалии теперь 24 часа в сутки. Свежие новости, самая актуальная информация и правда о том, что происходит на полуострове, на аннексированном России украинском полуострове Крым. И также звоните к нам по телефону. Звоните нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Звонки для крымчан по этому номеру телефона бесплатные. Жители других регионов Украины могут позвонить нам в эфир по телефону 044 490 2905. Звоните, и, конечно же, пишите нам. Итак, о чем мы будем говорить в следующие 25 минут? Тема дня. Тема дня у нас сегодня такая, она, в принципе, тема уже второго дня, но это действительно очень важно. Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма 11 сентября приговорил к 8 годам колонии общего режима одного из лидеров крымско-татарского народа Ахтема Чийгоза. Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков. Значит, теперь уже вынесен приговор 11 сентября, но есть ли теперь шансы на освобождение Ахтема Чийгоза после вынесения этого приговора по делу 26 февраля? Что нам нужно знать о событиях 2014 года под крымским парламентом? И как реагируют на приговор Ахтему Чийгозу не только в Украине, но также и по всему миру? Вот обо всем этом мы вам расскажем в течение ближайших 25 минут, но после того, как послушаем сюжет, который подготовили мои коллеги. Крым в центре внимания. 26 февраля 2014 в Симферополе под зданием Верховного Совета Крыма прошел масштабный митинг. У стен парламента собрались сторонники территориальной целостности Украины во главе с представителями Меджлиса, а также пророссийские активисты, в том числе из партии «Русское единство». Их возглавил Сергей Аксенов. Сегодня в государстве есть незаконные вооруженные формирования, которые не сложили оружие, которые ставят себе целью, в том числе, навязать нам свою украинскую политику, русофобскую политику, которая пропитана ненавистью ко всему русскому. Я абсолютно уверен, что совместно мы сможем здесь дать отпор любой банде, которая приедет сюда с оружием в руках и захочет навести здесь порядок. После аннексии полуострова подконтрольная Москве прокуратура Крыма назвала эти события массовыми беспорядками. В ходе столкновения 2 человека погибли, 79 получили травмы. 29 января 2015 года задержали Ахтема Чийгоза и еще 5 крымских татар: Мустафу Дигерменджи, Али Асанова, Арсена Юнусова, Эскендера Кантемирова и Эскендера Эмирвалиева. Все они отвергли обвинения против себя. 2 уже получили условные сроки, дела 6 еще рассматриваются. Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма приговорил к 8 годам колонии общего режима Ахтема Чийгоза. Зная все истинные намерения заказчиков этого процесса, ни о какой объективности и самостоятельности всегда не приходится говорить. Мне суждено принять
этот приговор как приговор для всего крымско-татарского народа от имени Российской Федерации, оккупировавшей мою родину. Сначала прокурором в деле выступала Наталья Поклонская. 31 января против чьего засвидетельствовал российский глава Крыма Сергей Аксенов. Он обвинил зампреда Меджлиса в организации массовых беспорядков, однако не смог ответить ни на один вопрос о его действиях. Выступила со стороны обвинения и российский сенатор от Крыма Ольга Кавитиди. Чийгоз с неустановленными следствием лицами, находясь в здании, расположенном по адресу Автономная Республика Крым, город Симферополь, улица Шмидта, 2, действуя умышленно с целью срыва внеочередного заседания депутатов Верховного Совета, на котором планировалось рассмотреть вопрос о назначении общекрымского референдума, разработали преступный план об организации массовых беспорядков в здании Верховного Совета при следующих обстоятельствах. Согласно вышеуказанному преступному плану на Чийгоза возлагались функции по подысканию лиц из числа объединения граждан Меджлис крымско-татарского народа и приверженцев данного объединения. Реакция на решение суда в Крыму последовала незамедлительно. Президент Украины Петр Порошенко назвал это очередным приговором России, а министр юстиции Украины Павел Петренко намерен уже в ближайшее время обсудить в Совете Европы приговор Ахтему Чийгозу. Крым в центре внимания. Вы слушаете радио Крым Реалии, у микрофона Александр Янковский. Ну и вот есть еще реакция. Например, премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил готовность украинского правительства бороться за освобождение осужденного в аннексированном Крыму одного из лидеров крымских татар Ахтема Чийгоза. Ужасный приговор Ахтему Чийгозу. Мы вместе с защитниками будем бороться за освобождение незаконно осужденного украинского гражданина, написал Владимир Гройсман в Твиттере 11 сентября. О том, как проходило вынесение приговора 11 сентября, что собираются делать дальше и с каким настроением встречали крымчане этот приговор, было ли что-либо известно про этот судебный процесс крымчанам непосредственно, который находится на территории полуострова. Обо всем поговорим с Заиром Смедляевым, главой Центральной избирательной комиссии Курултая крымско-татарского народа. Заир, здравствуйте. Доброе утро. Заир, но я понимаю, что достаточно тяжелая тема, и тем не менее, насколько для крымчан, как вы думаете, ожидаемым оказался приговор Ахтему Чийгозу от российских судей? Ну, мы с самого начала говорили, что Ахтема Чийгоза специально для того, чтобы, скажем так, запугать крымско-татарский народ, и поэтому, раз он был назначен тем, той жертвой, да, скажем так, они думали, что вот это вот сейчас сработает, он испугается, он начнет там сотрудничать с этой властью. Но этого не произошло, тогда стали применять более жесткие методы, перестали возить на суд, режим видеоконференций. И это все говорило о том, что они никогда не выпустят Ахтема Чийгоза просто так. То есть эту акцию устрашения они будут как можно жестче проводить. И уже и адвокаты, и мы неоднократно заявляли, что однозначно ожидается обвинительный приговор. Другого не будет. Несмотря на то, что в ходе судебного заседания вины Ахтема Чийгоза вообще не было доказано. Наоборот, там как раз была доказана вина иных лиц, которые сегодня пытаются там обвинять во всех этих смертных грехах Ахтема Чийгоза. Приговор был ожидаемый. Как самими адвокатами, крымско-татарской общественностью, в том числе и отец его. Тоже прекрасно понимал, что Ахтема Чийгоза не освободят. Заир, а скажите, почему, вот какая была реакция этих крымчан? Потому что ведь собралось немало людей в этот день перед зданием суда для того, чтобы просто услышать, как будут выносить этот приговор. Какая была реакция у крымчан, которые пришли к зданию суда в день вынесения приговора? Она однозначно негативная, несмотря на те вот попытки там где-то проводили беседы, рассказывали, что ребята, если вы там появитесь, то будут эти задержания, и неважно, мы потом сделаем вид законности тем задержанием, в том или ином вас обвиним. Были блокированы транспортных коммуникаций со стороны силовых структур, да, чтобы люди не успели прибыть на этот судебный фарс. И в течение 10 минут этот вынесенный приговор
это куча вооруженных людей, да, это ОМОН, это сотрудники полиции, это турникеты, металлодетекторы, все остальное. Говорим о том, что власть боится и Ахтема Чийгоза, боится и тех крымских татар, и крымчан, которые придут на это судебное заседание. Заир, но даже Ахтема, его же ведь не привезли даже в здание суда, даже в этот день, когда выносили приговор. Ему зачитывали его тоже в режиме видеоконференции. Да, и приговор зачитывали в режиме видеоконференции, и самое, ну, скажем, даже протокол, вернее, админнарушение, постановление об админнарушении, ну, зачитывается, наверное, полчаса, а здесь обвинение такого масштаба, ну, его почему и не зачитывали, потому что там же нужно было указать, что вина Ахтема Чийгоза доказана полностью показаниями свидетелей тех и этих. А не было таких свидетелей, не было таких показаний. Не совершал Ахтем Чийгоз вообще никаких преступлений, особенно на территории Российской Федерации. Поэтому реакция тех крымчан, которые собрались в здании суда, была однозначно негативная, и там люди скандировали, когда адвокат рассказал о ходе так званого заседания. Конечно, были возгласы позор, и там же люди оказали поддержку Ахтему Чийгозу, поблагодарили его отца, который там же вместе с нами находился возле здания суда. Заир, значит, я хочу напомнить нашим еще радиослушателям, что дело Чийгоза российский суд рассматривал в рамках так называемого дела 26 февраля. И после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу и отдельно по другим фигурантам процесса Али Асанову, Мустафе Дигермендже. А когда вот ожидается вынесение приговора по другим судебным процессам? То есть вот как идет, чтобы просто знали и украинцы, и крымчане, чтобы знали, как все это происходит? Ну, на 22-е назначено следующее заседание. И я думаю, они уже после того вынесения приговора Ахтему Чийгозу будут форсировать все другие уголовные дела. Дело близко к выборам. Сейчас, после завершения одних репрессий, они возьмутся за новые. У нас там есть ряд арестованных, да, по так званому делу Хизбут Тахрир. И я не исключаю, что возможно новые аресты, задержания. Потому что тех, кто не воспринимает вот те изменения, тех, кто не воспринимает эту власть, будут, конечно, давить, репрессировать, будут пытаться запугать народ, но уже 3,5 года народ держится. Я думаю, продержимся и дальше. Спасибо, сил вам и терпения. Заир Смедляев, глава Центральной избирательной комиссии Курултая крымско-татарского народа, был на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реалии. Мы пообщались перед программой с председателем Меджлиса Рифатом Чубаровым. Вот он считает, что цель приговора — раздавить всех крымских татар в Крыму. Но при этом Рифат Чубаров добавил, что украинские власти будут добиваться экстрадиции на материк Ахтема Чийгоза после того, как вот окончательно вступит этот приговор российского суда в Крыму в силу. Давайте послушаем. Мнение. К сожалению, такой суровый приговор нами всеми ожидался, поскольку мы все, и включая Ахтема Чийгоза, понимаем, что этот суд неправомерный, несправедливый, направлен на то, чтобы попытаться раздавить крымских татар, нивелировать их волю. Это не попытка напугать Ахтема Чийгоза. Это действие, направленное против всего крымско-татарского народа. И не только против десятков тысяч людей, которые были в тот день на митинге. Против всех крымско-татар будут предприняты действия, которые позволят потом Европейскому суду по правам человека отменить это неправомерное, незаконное решение и, наоборот, привлечь инициаторов так называемого суда над Ахтемом Чийгозом к ответственности. Мнение.
Это был Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа, народный депутат Украины. Мы продолжаем нашу программу. Напомню, что сегодня мы, ну, можно, если так сказать, подводим итоги этого судебного процесса над Ахтемом Чийгозом, поскольку был вынесен приговор 11 сентября 2017 года, а процесс этот идет, все шел по делу 26 февраля, извиняюсь, 26 февраля 2014 года. Одним из людей, которых тогда был на площади перед зданием Верховного Совета Автономной Республики Крым, это был Сергей Ковальский, координатор движения Евромайдан Крым, и сейчас мы с ним говорим по телефону. Сергей, здравствуйте. Доброе утро. Сергей, скажите, на ваш взгляд вообще, кто тогда был вообще инициатором вот того, что произошло, вот я не знаю, там, этих столкновений, которые там были, в чем обвиняли, в организации этих столкновений обвиняли Чийгоза? Очень сложно сказать, кто именно столкновений был организатор, но организаторами, в принципе, этого митинга, как было позже заявлено участниками, это было и представительство, в принципе, представителей русского единства в лице Сергея Аксенова и представителей Меджлиса крымско-татарского народа. В принципе, Евромайдан Крым принимал активно в этом участие, но мы были приглашенными на это мероприятие. Соответственно, меня удивляет, если честно, почему, например, Сергей Аксенов также не отвечает за эти последствия, которые вменяются Ахтему Чийгозу. Угу. То есть, если там что-то произошло противозаконное тогда, да, то почему тогда за это не отвечает Сергей Аксенов? Сергей, насколько вообще логично, вот с точки зрения права, если вы можете, конечно, дать свою оценку, насколько вообще логично судить человека за то, что происходило с точки зрения даже российского законодательства, то, что происходило, по мнению России, ну вот точно, да, на территории Украины 26 февраля 2014 года? Да тут понятное дело, что это происходило вообще на территории Украины. Это абсолютно верно подчеркнули, что даже по их мнению это было на тот момент 100% юрисдикция Украины. Но тут даже несмотря на это, нужно понимать, что это было политическое действие. Это не было какие-либо преступные, скажем так, шаги, или там избиение, не знаю, ну ничего такого не было. Это мирное было, достаточно, ну немножко, конечно, было, скажем так, определенное, скажем, эмоциональное перегревание, да, но на этом митинге было достаточно, он был такой эмоциональный, достаточно были некоторые, скажем, это не столкновения были, это было, может быть, немножко перетягивание каната, да, вот на этом митинге одной и второй стороны. Но по сути своей это было политическое действие. И сегодня, конечно, конкретно данный случай, данное дело, никак не натягивается на какое-либо преступление. Это понятно. Это воды политическое, запугивание. По большому счету, чистой воды запугивание. Понятно. Спасибо. Сергей Ковальский, координатор движения Евромайдан Крым. Ну, это точно то, что я тоже там был 26 февраля 2014 года. Был вообще, знаете, это точно был не захват, как это делали через день уже военным путем, вооруженным путем, как это делали российские военные по всему Крыму, когда захватывали и административные учреждения, и военные части блокировали. Значит, 11 сентября прокуратура Автономной Республики Крым сообщила о подозрении в совершении бывшим заместителем начальника Симферопольского управления, Главного управления МВД Украины в Автономной Республике Крым, начальником милиции общественной безопасности уголовного правонарушения, часть 2, статья 367, служебная халатность, который не организовал и не скоординировал должным образом находящиеся в его подчинении силы и средства, которые осуществляли охрану гражданского порядка во время проведения митинга 26 февраля 2014 года возле здания Верховного Совета Автономной Республики Крым Симферополя. Санкции предусматривают лишение свободы на срок от 2 до 5 лет. И сейчас мы еще послушаем комментарий жены Ахтема Чийгоза Эльмиры Аблялимовой. Вот что она сказала после того, как услышала решение российского суда о приговоре ее мужу. Мы, конечно, ожидали, что будет обвинительный приговор, что будет большой срок.
Мое мнение, что вынесли абсолютно неправосудный вердикт, осудили заведомо невиновного человека, осудили его за страх перед его авторитетом, перед людьми. Российская Федерация, она продолжает ту политику, которую вел Советский Союз, когда в 1944 году по абсолютно ложным каким-то доносам обвинил весь крымско-татарский народ и выслал его со своей родины. Как в целом Ахтем Чийгоз очень сильный человек, и мы будем дальше подавать апелляцию. После апелляции будем двигаться дальше в сторону Европейского суда по правам человека. Безусловно, у него тоже не было никаких надежд на оптимизма в части этого приговора. И он достаточно сильная личность и понимал и понимает, на что он шел. Это жена Ахтема Чийгоза Эльмира Аблелимова. Есть уже международная реакция. Например, государственный министр Великобритании по делам Европы и Америки Алан Дункан обеспокоен приговором подконтрольного Кремлю Крымского суда в отношении одного из лидеров крымско-татарского народа Ахтема Чийгоза и призывает Россию освободить его. Об этом сообщается на сайте британского министерства 11 сентября. Отмечается, что судебный процесс, по-видимому, не соответствует международным стандартам, поскольку Чийгозу отказали в возможности участвовать в судебных разбирательствах, а его адвоката запугивали и арестовывали. Великобритания призывает освободить Чийгоза, а также все большее число крымчан, которых де-факто российские власти заключили в тюрьму за противодействие незаконной аннексии, говорится в сообщении. Также отмечается, что Крым является неотъемлемой частью Украины, и Великобритания не признает легитимность российских фактических властей в Крыму, в том числе избранных после незаконной аннексии полуострова, включая российского губернатора Севастополя. Вы слушаете радио Крым Реалии, с вами Александр Янковский, слушайте нас на частоте 105,9 FM. Ну и, конечно же, на приговор российского суда в Крыму отреагировали и в Украинском министерстве иностранных дел. Вот комментарий спикера Министерства иностранных дел Мар'яни Беца. Що безперечно, те, що відбулося в окупованому Криму, це черговий злочин окупанта, абсолютно судовий фарс. Ми категорично засуджуємо такий незаконний вирок Ахтема Чийгозу і висловлюємо рішучий протест у зв'язку з незаконним засудженням російської окупаційної влади на території Автономної Республіки Крим громадянина України Ахтема Чийгоза до 8 років позбавлення волі. Така показова та політично мотивована справа російських окупантів проти заступника Меджлісу за його підтримку територіальної цілісності України та боротьбу за права людини є черговим репресивної політики Росії, то придушення, інакомислення і опозиції кримському режиму. Вимагаємо від Росії звільнити Ахтема Чийгоза, припинити репресії щодо кримських татар, інших українців на території окупованого Криму. Звичайно, звернемося до міжнародної спільноти з тим, щоб посилити дипломатичний тиск на Росію з метою її повернення, по-перше, в міжнародне правове поле і звільнення всіх наших політв'язнів. Это, напомню, было заявление Министерства иностранных дел Украины, спикер Мар'яни Беца, по поводу решения вынесения приговора Ахтему Чийгозу 11 сентября 2017 года. Есть еще несколько уже заявлений, поступило от самых разных международных организаций. Например, от Совета Европы. Обвинительный приговор подконтрольного России Крымского суда по делу одного из лидеров крымских татар Ахтема Чийгоза несовместим с обязательствами России по соблюдению Европейской конвенции о правах человека. Такое заявление 11 сентября сделал комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Мужниекс. Комиссар напомнил, что в конвенции четко установлено, что никто не может быть признан виновным в совершении какого-либо уголовного преступления в связи с каким-либо действием или бездействием, которое не являлось уголовным преступлением по национальному или международному праву в то время, когда это было совершено. Таким образом, отметил комиссар Совета Европы по правам человека, есть серьезные сомнения в совместимости вынесенного Чийгозу приговора с конвенцией. После закрытия Меджлиса, имевшего далеко идущие негативные последствия, этот приговор представляет собой еще один удар по и без того сложному положению крымских татар в Крыму, отметил Мужниекс. Также Европейский Союз требует освободить незаконно осужденного заместителя председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ахтема Чийгоза и других граждан Украины, задержанных в Крыму и в России, а также снять обвинения с другого заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова. Об этом говорится в заявлении
распространенным Европейской службой внешних связей. Сегодня так называемый Верховный суд Симферополя приговорил, имеется в виду это заявление от 11 сентября, так называемый Верховный суд Симферополя приговорил заместителя председателя Меджлиса Ахтема Чийгоза к 8 годам лишения свободы за организацию массовых беспорядков в феврале 2014 года. Европейский Союз последовательно следил за делом господина Чийгоза и настаивал на его освобождении, призыв, который мы повторяем сегодня, говорится в этом заявлении. В Европейском Союзе заявили, что запрет на деятельность Меджлиса, органа самоуправления крымских татар, и преследование его лидеров представляют собой серьезные и неприемлемые нарушения их прав. Мы ожидаем немедленного снятия обвинений с другого заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова и вновь подтверждаем нашу давнюю позицию, что все незаконно задержанные граждане Украины на Крымском полуострове и в Российской Федерации должны быть немедленно освобождены, подчеркивают во внешнеполитическом ведомстве Европейского Союза. Ну и я напомню, с чего все это начиналось. Значит, а все это начиналось с того, что наша сегодняшняя программа, мы начинали ее обсуждать с того, что российский суд 11 сентября 2017 года приговорил к 8 годам колонии общего режима одного из лидеров крымско-татарского народа Ахтема Чийгоза. Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе из партии «Русское единство». И вы слышали, мы приводили голос господина Аксенова, который тоже был на этом митинге, был одним из организаторов этого митинга. Так вот, российские власти аннексированного Крыма обвиняли Чийгоза в организации массовых беспорядков. Но почему-то, значит, господина Чийгоза они отправили на скамью подсудимых, а господина Аксенова, вот он почему-то руководит полуостровом, хотя именно он руководил организацией этого самого митинга. Вот такая она, значит, вот такое оно правосудие аннексированного полуострова украинского полуострова Крым. Встретимся через несколько минут после выпуска новостей. Мы продолжим нашу программу. Радио Крым Реалии. Слушайте нас на частоте 105,9 FM.